Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. Мужчину, который пропал. Молчит, прячется и не выходит на связь. Давайте узнаем, что случилось, почему он так себя ведет. И если вы, не дай бог, попали в такую ситуацию и хотите разобраться, докопаться до правды, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на своего молчуна. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию и ответить на все ваши вопросы. Ох, по первому рисунку в венце уже все понятно. Смотрите, как звезду растянули его в разные стороны, и прям какой-то смерч над ним летает. Да, вашему этому молчуну не позавидуешь. Ну, давайте пойдем по порядку. Смотрите, это вы, а это он. Видите, ваша пара. Пара-то вы хорошая. Тянет, есть взаимное притяжение. Вот прям друг друга улавливаете. Даже какая-то эмпатия присутствует. Можете даже друг друга чувствовать. Снитесь друг другу в обязательном порядке. Знаете, не просто так встретились, не просто, нет. Тут вас друг другу подтолкнули. Да, высшие вас друг другу подтолкнули. Знаете, у меня такое впечатление, девчоночки, что у вас даже какое-то спецзадание от высших сил. Либо помочь ему, либо вот из того сумрака, в котором он жил и живет, да, просто вытащить на свет Божий, вот показать ему, как надо жить, какие отношения нужно строить, каким нужно быть человеком. Он, конечно, у вас оторви и выброси. Вы меня, конечно, простите, извините, но я от вас не могу этого скрывать. Хотя я подозреваю, что вы уже об этом думали. Но да, вот такой вот он. Таким он был, такой он есть. Но он не пропащий. Не пропащий. Заблудший, да, но не пропащий. Давайте немножечко про него расскажу. Вот что мне показали, я все вам расскажу. Он, вот прям считайте, что с малых лет, вот привык так жить. Крутиться, вертеться, там обманул, тут там подмигнул, да, вот такой приспособленец даже в каком-то плане вот этот мужчина. Нет у него какой-то стойкой морали, нет каких-то стойких обязательств. Может быть, он в социуме таком жил, да, может, в семье у него все люди друг другу врали. Для него это нормально, для него это не какое-то извращение, да, это нормальный ход вещей. Говорить неправду, давать пустые обещания, как говорится, тень на плетень наводить. То есть он в этом мастер. Он так привык, он так жил. И так бы и дальше жил, если бы не вы, девочки. Почему он пропал? Ну, он в большие неприятности попал. В очень большие неприятности. Прям колоссальные. Тут по-другому и не скажешь. Плюс есть еще один важный момент. Он вам говорил неправду. Вот считайте, что от начала до конца вот все, что он вам говорил, это откровенная ложь. Это все неправда. Да, какие-то, может быть, там малюсенькие фактики он про себя рассказывал, да, какие-то правдивые моменты, фрагменты были, но в большей степени он наврал. Особенно это касается тех, кто познакомился и общался в интернете. Там наговорил, что я и то, и я и сё, и звезда во лбу, и там счет в банке, и машина, и квартира, и свободный, и прям все, что хочешь, такой джин из бутылки, да, мечта всех женщин. А вот на самом деле не так. Он обычный человек, обычный, со своими проблемами, со своими бедами. И, кстати, по здоровью даже вот у кого-то отыграется, что и по здоровью у него не очень, просто не очень. Смотрите, он по факту
весь проблемный, вот прям насквозь пропитан проблемами, пронизан проблемами. И эти проблемы он не решает, он от этих проблем убегает. Это его стратегия жизни, да, бежать, галопом бежать, да, где-то там нашкодил, бегу, где-то неправильно что-то сделал, убегаю, оставляю, недоделываю, бросаю. Ну, такой вот он человек. Жалко, жалко его, девочки, жалко. Он талантливый. Он талантливый, он способный, и у него прекрасный потенциал. Потенциал, который он так медленно, но методично закапывает. Да. А вы ведь почувствовали его потенциал, вы ведь почувствовали его талант. Вот у кого-то из девчоночек мужчина прекрасно поет, у кого-то на музыкальном инструменте играет, у кого-то у мужчины руки золотые, да, либо голова там правильно работает, там математику, может там какие-то технические науки, может там легко все это решать, разрешать. Есть талант, однозначно есть, но он им не пользуется, либо пользуется в каких-то даже, извините, криминальных моментах. Вот я это вижу, скрывать не буду. Да. Наговорил, девочки, навел тут туману, наговорил, а вы с радостью ему поверили. Вот, когда дело дошло до каких-то конкретных поступков, да, а что он вам покажет? Покажет свои проблемы, покажет свои долги, покажет свои неприятности, свое плохое здоровье. Что он вам должен показать? Вот в очередной раз мужчинка скрылся. Побежал. Но в этот раз, ох, не камильфо ему бежать, ох, не может он бежать. Знаете, у него одна нога вперед, а другая, как знаете, назад. Вот тянет очень сильно к вам, девочки, очень тянет. Он уже не знает, что ему думать, что это такое, да почему я не могу ее забыть, почему я себя так плохо чувствую, да, там краснею, бледнею, почему мне стыдно, да, что я ее обманываю, либо что я ей там наговорила обмана всякого. Вот что происходит. Благодаря вам он начинает меняться, благодаря вам он начинает прозревать, что его образ жизни, он был абсолютно неправильный, абсолютно неправильный. Знаете, вот у кого-то из вас отыграется, что мужчина вот сейчас обдумывает всю свою жизнь, понимает, что жизнь у него какая-то была блеклая, пустая, ну вообще никчемная, до того момента, пока он не встретил вас. Встретил вас, и вот оно, солнце, там где-то далеко-далеко на горизонте появилось. Вот. И такую радость он испытал, такое блаженство, какая-то надежда прям в нем проросла, да, что можно жить по-другому, можно жить хорошо, можно жить в любви, можно жить честно, правильно можно жить. Понимаете, вы в нем посеяли это зернышко надежды на хорошую, правильную жизнь. Вот так вот, мои хорошие. Вот с другими женщинами он точно так же поступал, как с вами, но к другим женщинам он ничего не испытывал. Знаете как, не было сожаления, да, что вот там я наврал, что я там женщину использовал. Нет, а вот с вами прям совесть прям бьет его, мучает, за глотку его держит, вот прям не дает ему покоя. Ну правильно, это же любовь, да, вот такая она любовь. Возможно, кстати, первый раз в жизни полюбил. Значит, девочки, основная причина, почему он пропал, почему он молчит, это то, что он вам про себя, про свою жизнь наврал. Очень много всего наврал. Второй момент – это то, что у него сейчас очень много каких-то проблем. Смотрите, с одной стороны человек его за одну руку тянет, с другой стороны другой человек за руку тянет, и здесь вот за ногу кто-то его тянет. Понимаете, его как разрывают какие-то люди, может быть, он им должный, может быть, он там что-то им наделал, каких-то гадостей, пакостей. Ну, сами понимаете, да, все в жизни бывает. Плюс могут быть кредиторы, может быть, какие-то обязательства он свои не выполняет. Вот его, как знаете, окружили, в кольцо взяли, да, и каждый свое требует с него. Плюс еще какая-то он сверху по закону неприятность над ним, он, видите, каким смерчем висит, готова его туда поглотить и провернуть. Много очень проблем. Вы его в ближайшее время не ждите. Не ждите, а лучше ему помогите. Какая помощь? Девочки, просто, если вы верующая, идите в храм. Идите в храм и за него
поставьте, как за больного, да, за здравие поставьте свечечку, да, чтобы его там отчитали, чтобы у него в жизни хоть как-то что-то начало налаживаться. Если вы прям очень-очень хотите его вернуть, тогда закажите за его здравие Златоуст, такой вот молебен, чтобы его там отчитали, чтобы у него защитники появились, и чтобы его Боженька на правильный путь вывел, да, поддержал и вывел. Вот здесь можно ему помочь. Если вы ничего делать не будете, ничего, вот прям скажете: да, не нужен мне такой обманщик, да, зачем ты мне нужен, я не хочу, да, с тобой связываться. Вот, долго вы его не увидите, долго вы о нем не услышите, но придет тот день, придет тот час, когда он объявится. Придет к вам чистенький, чистенький, искупившийся, пройдет он все эти муки, адовые круги, избавиться от всех этих своих обязательств, да, кому что должен, раздаст, по закону ответит, и придет другим, придет честным, придет открытым, все вам расскажет, что было так, что было не так, где набрал, покается, девочки, перед вами. Вот. Ну и дальше будете решать, что с ним делать. Этот мужчина еще в жизни вашей появится, вот как хотите. Как хотите. Не могу сказать, сколько времени пройдет, но появится обязательно. Правду вот именно от него, вот как есть, вы обязательно узнаете. И он, лично он вам все это расскажет. Все расскажет. Ну, смотрите, у кого-то судьба, да, этому человеку помочь, да, своим примером этим положительным зарядить, да, своей любовью поддержать, тем самым дав ему пример, да, и спасти этого человека. Для себя, кстати, девочки, да, возможно, вы с ним и сойдетесь. А у кого-то это просто вот маленькая такая роль вам была отведена, чтобы вы этого человечка, ну, подтолкнули к правильным действиям, к праведной жизни. Я вижу, что вы от этой ситуации, да, от этого мужчины, в принципе, не сильно пострадали, либо пострадаете, но себе очень большой плюс в вашу жизнь, в вашу карму заработаете. Мне очень нравится, что у вас на горизонте какой-то другой мужчина стоит. Вот, как, знаете, противовес тому, кого вы загадали. Вот этот, как, знаете, никудышний, да, никудышний и бракованный. А к вам идет вот настоящий стопроцентный мужик. То есть у вас не за горами тот день, когда идет встреча с достойным мужчиной, достойнейшим мужчиной. Вот именно и для жизни, и для брака, и для серьезных отношений. Вот. Так что сейчас вы в печальке думаете об этом своем непутевом молчуне, но буквально вот через пару недель, там, месяц, может быть, от силы, да, вы уже о нем и забудете. Будете вспоминать как страшный сон, потому что появится другой. Тот, кто вас полечит, да, сердечко ваше полечит, кто заставит вас забыть о всех этих неприятностях. Да, так в жизни иногда бывает. Ну вот попался непутевый, ну что поделаешь. Вы как хороший человек, как милосердный человек. Вот все, что могли, все сделали. Ну, еще можете за него вот помолиться, да, попросить Боженьку, чтобы ему помогли на правильный путь встать. Поверьте, ваша молитва, ну, то есть от вас не убудет, а этому человеку будет большой плюс. Свою награду вы обязательно получите. Ну, а дальше решайте, что с вот этим именно персонажем делать. Но он еще будет в вашей жизни, он еще появится. Появится, во всем признается, покается. И ему очень важно будет попросить ваше прощение. Вот он не сможет жить, нормально жить. Вот совесть ему не позволит, потому что он вас обманывал. Он вас обманывал, он вам не договаривал. И он, знаете, не то чтобы жить, он ни жить, ни спать не сможет. Ни есть, ни там оправлять свои потребности, ничего не сможет. Вот все, у него перед глазами ваш образ стоит. Понимаете? Никуда он от этого не денется. Вы как его судья. Да, судья, который призывает к ответу. Так, себя ни в чем не вините. Никакой вашей вины нет. Абсолютно никакой нет. Даже, знаете, как вы как жертва даже выходите. Потому что это же он вас обманывал. Это же он вам тут наговаривал. Да, вы нормальный человек. Да, вы встретили мужчину. Вы думаете, о, может быть, отношения будут. Симпатичный, нравится. Вы с душой. А он, видите, как обманывал.
наделал делов, наделал. Но главное, что в будущем он исправится, выйдет на эту правильную дорожку и будет жить праведной жизнью. У вас все хорошо будет. Вот, даже и не заморачивайтесь. Не нужен вам этот был человек, да? Не нужен. Представьте, вы бы с обманщиком связались. Ну и дальше что бы было? Разбили бы свое сердце. Какие-то неприятности еще в жизни получили. Зачем? Угу. Да, в жизни так иногда бывает. Кто-то приходит нас учить, а кого-то мы учим, да, примером своим заряжаем. Ну вот, это ваша ситуация. Вы дали, показали ему пример. Вы стали его судьей. Вот именно на вас у него сработала совесть. Именно вы, да, вот его подталкиваете к правильному образу жизни. Ну, даст Бог, все наладится. И этот мужчина поменяется. Вы счастливая у меня здесь выходите. Вы счастливой будете. Обязательно будете счастливой. С ним, без него, но счастливой вы будете. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.